Опера «Князь Игорь». Всему миру известна музыка великого русского композитора Александра Бородина. Однако мало кто знает, что для создания восточных сцен он изучал фольклор поволжских народов, в том числе и чувашского. Мелодия хора половецких девушек не случайно напоминает напев плача чувашской невесты. Удивительные параллели истории часто оказываются основой закономерных связей. История и этнография Чувашии с давних пор интересовали композиторов, художников и ученых. Обряды Чувашии сопровождали музыка и песни от рождения ребенка, создания семьи и до ухода стариков в мир иной. Чуваши крепки своей исторической памятью. Они всегда ценили и уважали знатоков народных песен. Называли их юра-осты, мастера песни. Наша современница Ираида Вдовина сумела собрать и сохранить в памяти более 1000 мелодий с текстами, а сложенные ею песни стали подлинно народными. Ираида Григорьевна Вдовина родилась в 1913 году в селе Покровском на берегу Средней Волги. С детства любила слушать песни. Мои старшие братья не брали меня на летние хороводы Вэя, которые собирались по ночам за гумном. Тогда я слушала и запоминала эти песни-игры из сенного окошечка. В Чебоксарском педагогическом техникуме, куда Вдовина поступила после окончания сельской семилетки, был хор, известный на всю республику. Руководил им композитор и дирижер Василий Воробьев. Он быстро заметил выдающиеся природные данные девочки и стал давать ей сольные партии. Окончив техникум, Вдовина приехала вместе с мужем в село Вторые Тойзи. Мама преподавала чувашский язык, а отец русский. Жизнь во время войны и после была очень тяжелой. Сейчас мне трудно представить, как она находила время на то, чтобы заниматься собиранием песен. Маленькая, худенькая, она таскала воду из этого оврага. «Как только сойду с крылечка, сразу в пляс», — вспоминала она. Легкая была на подъем. Конечно, дома ей некогда было петь. Я еще и в школу не ходила, когда родители меня впервые взяли с собой в Чебоксары, в Лакреевский лес. Там фестиваль какой-то был. Мой папа потерял меня из виду. Я одна, плачу. Вдруг из всех громкоговорителей раздается мамин голос. Она поет чувашскую песню. Я бегу к сцене. Мама нашлась. Вот тогда я на всю жизнь запомнила ее голос.
Мамын засидух сагаре. В 1935 году на Республиканской олимпиаде народного искусства молодая учительница из села заняла первое место. Это событие определило всю дальнейшую творческую судьбу Вдовиной. Она стала известной певицей Чувашии, необыкновенно популярной в народе. Ее выступления на радио и на концертах становились настоящими событиями культурной жизни. Однако их не хотели вписывать в планы официальной структуры, занимавшейся пропагандой советского искусства. Концерты Ираиды Вдовиной проводились лишь в переполненных залах тесных сельских клубов. Вдовина всегда стремилась к подлинности звучания народного голоса. Об этом свидетельствует то, что она предпочитала петь без сопровождения. На 3 ее пластинках, которые были выпущены фирмой «Мелодия» в начале 70-х годов XX века, большинство составляют записи без сопровождения. Время и обстоятельства способствовали тому, что Вдовина сформировала свою манеру пения. В послевоенные годы традиции массового исполнительства на чувашских народных инструментах были утеряны. Остались только несколько уникальных волынщиков, скрипачей и гусляров. Один из них, Илларион Макаров из Канашского района, выступал иногда на совместных концертах с Вдовиной. Баянистов и гармонистов не хватало. На уроках пения, которые Ираида Вдовина вела в своей школе, также приходилось петь без сопровождения. Ираида Григорьевна учила нас чувашскому языку. На всю жизнь запомнил я эти уроки. А после школы собирал ее пластинки и книги. Найбир Малтан Ачапча Майра деня. Мы, дети из села, считали ее городской и называли Майра. Она была учительницей и носила городское платье. Помню, как она собирала всех детей с улицы у себя дома и устраивала елку с Дедом Морозом. Пели, плясали и даже подарки всем раздавала, хотя тогда очень бедно было. Халық юришсан шуралактидер. Юрана халық ушкинбе бухнзаларса. Вы хотите знать, как рождается народная песня? Народ не сочиняет песню, собравшись в кучку. Песню складывает один отдельный человек. В ней высказывает свою печаль, говорит о жизни, о счастье, выражает негодование, а еще поет о радости. Когда я была еще молоденькой, у нас в соседях жили Марья и Максим. Были они неразлучны. Однажды к нам приехала на посиделки девушка-гостья. Звали ее Проски.
Видать, она очень полюбилась Максиму. Ходит и ходит он к нам. Марья вознегодовала от ревности и говорит: «Максим, смотри, можно ведь и пощечину схлопотать». И запела: «Не ходите по оврагу крайнему, каблуки лаптя не кривите, не заигрывайте с моим парнем вы, подбородок не сверните». Максиму стало стыдно. Он оставил девушку-гостью. Так в творчестве Марья выразила свой нрав, и родилась новая песня. Время и жизнь сформировали новый тип народного певца, хранителя и популяризатора духовной культуры. Вторая жизнь, наследие Ираиды Вдовиной, началась после ее смерти. Она оказалась еще более значительной. С середины 80-х годов в культуре Чувашии произошли большие перемены. Родилось много новых самодеятельных и профессиональных фольклорных ансамблей. Сегодня в школах и детских садах подрастающему поколению прививают любовь к родному языку и искусству. В этом благородном деле песни Ираиды Вдовиной оказались самым востребованным материалом. Голос Вдовиной, ее манера пения стали настоящим образцом звучания чувашской песни. Ее память на малой родине в селе Вторые Тайзи любители народного искусства стали устраивать концерты, которые впоследствии переросли в настоящие фестивали. Вот уже 10 лет в Чебоксарах каждые 2 года проводятся конкурсы вокалистов, исполнителей народной песни имени Ираиды Вдовиной, где обязательным требованием является исполнение ее песен в акапельном звучании. В Чувашии много традиционных праздников народного творчества. Уже четверть века ежегодно проводится фестиваль «Родники России». Начавшись с родников Поволжья, он вырос в международный фестиваль, на который съезжаются фольклорные коллективы со всей России и всего мира. На каждом из них звучат песни Вдовиной. Вот такое признание получила учительница из чувашского села Ираида Вдовина за свою пламенную деятельность по сохранению духовного наследия. У каждого народа есть свои таланты. По-разному распределяет природа их творческий дар. Одни из них обладают великолепными голосами, другие – непревзойденные инструменталисты. В плеяде талантливых имен Чувашии Ираида Вдовина – носитель удивительной культурной памяти и бережной передачи великой традиции.